Когда пришла новая власть, она, в принципе, не очень знакома была, так скажу, с экономикой Гагаузии, расходной, доходной части нашего бюджета. Было предложено очень много средств извне, которые наверняка в их понимании, что дали бы дополнительные какие-то налоги. Но я скажу, что средства, которые пришли не с бюджета, они были одноразовые, которые не принесли дополнительных каких-то доходов для нашего бюджета. Да? Даже социальная помощь, которая сегодня выделяется нашим жителям, оно... Спасибо, люди что-то получают, но сегодня получил, завтра будет ли, непонятно. От этого удерживается хотя бы 1 копейка для того, чтобы бюджет мог увеличиваться, чтобы мы могли развивать экономику? Нет. То есть все дополнительные возможности, средства, которые какие-то были, потому что работы, которые проводились, они не дали бюджету ничего, бюджет не увеличился. Бюджет, наоборот, мы сейчас не можем его собираем бюджета уменьшилось, потому что у нас возникли проблемы и с центром, определенные налоги, которые забирались, не вернулись, часть предприятий, когда забирался НДС, ушли в другие районы, она обратно не вернулись. Там есть много составляющих. То есть позиция, что у нас будет такой рост, оно не получилось. Оно дополнительные доходы не дало ничего. Это одноразово, так я скажу, как в народе говорят. Сегодня получил, забыл, завтра дадут, и послезавтра снова забудем. Если бы оно было, что идут инвестиционные проекты, да, например, Ирина Влах, как пришла к власти определенное время, когда она первый стала башканом, она тогда Гагаузию убедила, что откроется 13 или 15 заводов с русским капиталом, откроются рабочие места, они заработают, это автоматически прибавит 2-3 бюджета и тому подобное, и все почему. Гуцул тоже, то есть было направление, что это открытие аэропорта, там сколько там было обещано, 500 миллиарда? 500 миллионов 500 миллионов лет, 500 миллионов евро, 500 миллионов евро прошли, естественно, что какие-то доходы остались. Но этого не случилось. Я вам скажу, что бум поднятия бюджета случилось, когда Гагаузия получила европейские гранты. Тогда я, получив многомиллионные, десятки миллионов евро, это при Ирине Влах, золотое время Гагаузии. Получив эти гранты, работы пошли по Гагаузии, НДС, акциз оставаясь в Гагаузии, НДС от всех работ. На эти миллионы шли работы, НДС оставался здесь, и бюджет Гагаузии у Фармузала был 400 миллионов. Потом изменение закона о публичных финансах, который тогда поддержал парламент, увеличил его до 800. Но потом, благодаря именно налогам, которые пошли от этих европейских проектов, наш бюджет раз и вырос, перешел 1 миллиард.